Как стал артистом? Проба пера была еще во 2 классе. Мне пошили наряд Снегурочки, паричок с косичками, ресницы мне подкрасили, румяна навели. И все мамы, которые приходили на встречу Нового года, на новогоднюю елку, говорили, откуда такая замечательная девочка? Мне так это нравилось. А всерьез это желание пришло лет в 13. Все дело в том, что, как это французы говорят, «chercher la femme». Влюбились? Да, влюбился. Здравствуйте, уважаемые телезрители и сянмесис. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит легенда отечественного кино, режиссер, актер, народный артист России и РСФСР. Встречаем Сергей Петрович Никоненко. Ура! Здравствуйте! Искренне рад вас здесь видеть. И даже вот сегодня, когда моя мама узнала, что вы к нам придете, она сказала: большой привет. И привет и поклон вашей маме. Сергей Никоненко – актер, режиссер, сценарист, народный артист России. Родился за 2 месяца до начала войны в Москве. С 13 лет Сергей стал готовиться к карьере актера, занимаясь в драматическом кружке и в студии художественного слова. В 1964 году окончил актерский факультет в ГИКа, курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Затем стал артистом театра киноактера, в котором проработал 10 лет. Позже, по совету Василия Шукшина, молодой актер поступил на режиссерский факультет в ГИКа, который окончил в 1972 году. Сниматься в кино начал еще во время учебы, дебютировав в 1958 году в фильме «А я уезжаю домой». В 1974 году дебютировал как кинорежиссер и сценарист. Всего за карьеру Сергей Никоненко сыграл более чем в 210 фильмах и сериалах. Как режиссер снял 16 кинокартин и сериал «Аннушка». Его творчество отмечено призами многих кинофестивалей. С 1994 года Сергей Никоненко – директор Есенинского культурного центра в Москве. Также хочется, Сергей Петрович, лично от себя, от нашей программы и вообще от всего Татарстана поздравить вас с прошедшим юбилеем. 16 апреля Сергею Петровичу исполнилось 75 лет. Не поверите, друзья! Небольшой этот букетик. Спасибо, Но спасибо. главное, конечно, мы попытаемся вас сегодня вкусно накормить. Я Если не позволите. откажусь. Будем мы готовить популярное татарское блюдо. Да, какой? Как Вак-белеш называется. Слышали? Вак-белеш. Вак-белеш. С удовольствием. Ну, начнем. С плохо скрываемым удовольствием. Ну, я, конечно, максимально всю работу возьму на себя, но если вы порежете лук, я буду непременно благодарен Вы вам. не хотите плакать. Ничего. Готовится он очень Скажите легко. только, пожалуйста, порезать мелко или... Мелко. Совсем мелко? Ну, да, максимально Хорошо. мелко. Но кто как любит, некоторые, конечно, режут Хорошо. покрупнее. Также мы используем сегодня говядину для этого, рис, который мы отварили в подсоленной воде. И здесь дрожжевое тесто, оно тоже готово. Хорошо. Так, но тесто пока мы отложим и приготовим начинку. Я порежу мясо. Мой традиционный вопрос для гостей из Москвы. Пробовали ли вы татарскую кухню? Конечно, самса. Ну, Такие вы же в хорошие Казани. пирожки. А вот в Казани вы же не впервые. Неужели вас в самолете не встречали там с чак-чаком, хоть где-нибудь в институте, это например? десерт, это десерт. Да, десерт. Это сладкое блюдо. А чебуреки? Это все наше. Да, это все татарское, по-моему. Я даже помню, знаете, давно это было, я только начинал сниматься в кино в Крыму, и один крымский татарин говорит: русский человек, кушай крымский чебурек. Вот так вот. Сергей Петрович, ну а вы сами вообще готовите хоть иногда, нет? Редко, но готовлю. Я много работал в Средней Азии, у меня там много друзей, таджики, узбеки. Вот, и я, когда гости приходят, готовлю плов узбекский, серьезно, со всеми приправами, зирай, барбарис, все, чтобы это было все по-настоящему. Казан, конечно же, само собой. Так, Одной вы лукой справитесь? я справился. так, я думаю, наверное, еще одну. Хорошо. Да, я пока мясо дорежу. Сейчас мы возьмем посуду, я думаю, ее будет достаточно. И здесь мы всю уже потом начинку Лук соберем. сюда? Да, лук туда, и туда же и мясо. Туда же мы потом добавим рис, все это перемешаем, посолим, поперчим, и будет готова начинка. Хорошо. Сергей Петрович, ну и, конечно, для наших зрителей несколько вопросов о вашей биографии. Расскажите, пожалуйста, как вы стали актером? Как стал артистом? Проба пера была еще во 2 классе.
Я учился еще в ту пору, когда школы разделялись на мужские и женские. И вот надо было готовиться к Новому году, а Снегурочки не было. Вот, и мама Саша Тихомирова, она сказала, а вот у нас будет Сережа Снегурочка. Я был самый маленький в классе. Вот, и мне пошили наряд Снегурочки, паричок с косичками, ресницы мне подкрасили, румяна навели. И все мамы, которые приходили на встречу Нового года, на новогоднюю елку, говорили, говорят, откуда такая замечательная девочка? Мне так это нравилось. Я знал, что я мальчик. Вот, а всех обманывали. Вот. Но это была проба пера еще только. А всерьез это желание пришло лет в 13. Все дело в том, что, как это французы говорят, «chercher la femme». Влюбились? Да, влюбился в девочку, ей было 10 лет. Опять школа мужская и женская. В школе у нас школы разные. А она занималась в Московском городском доме пионеров в студии «Художественное слово». Вот, и я пошел за ней туда. Она, правда, девочка эта Ира, ушла оттуда. А то я задержался, видите, надолго. Уже, наверное, если так сказать, сколько я там, если мне 75, значит, это где-то уже Более 62. А потом я стал поступать в театральные вузы, это когда закончил школу. Вот. И самое, мне говорили все, Сережа, у тебя зеленая улица, ты поступишь. 4 театральных вуза меня не принимают. Да. Как обычно бывает. Да. Я удивился, я даже первый раз, когда меня не приняли в ГИТИС, я помню, говорю, посмотрите анкету, говорит, там ошибки нету. Говорит, да нет, у нас ошибки нет, вы знаете, вы приходите на следующий год. Как в кино. И осталась одна возможность учиться, получить актерское образование во Всесоюзном государственном институте кинематографии. Я поступил туда, меня принял в мастерскую Сергея Аполлинарьевича Герасимова и Тамары Федоровны Макаровой. Великие педагоги. Я, проучившись у них 2 или 3 месяца, я так был благодарен всем 4 театральным вузам за то, что они меня не взяли. Иначе бы я там застрял и не поступил бы в мастерскую. Вот. Не было бы счастья, да несчастья 4 раза мне помогало в жизни. А ни разу не была такая вот мысль, что все-таки надо было пойти там, я не знаю, на пожарника учиться, экономистом, юристом стать? Не проскальзывала мысль вот за эти 60 лет творчества? Вот никогда. Никогда. Вы знаете, я как-то уже в 13 лет знал, что я буду мужем этой девочки 10-летней. Через 10 лет она стала моей женой. Прожили, правда, недолго. Вот, года 2. Ухаживал 10 лет, а прожил 2 года. Вот, так, ну, бывает так, понимаете, да. Но я знал, что я буду только актером, больше никем. Но я даже не подозревал, что я буду еще и режиссером. Сейчас я заканчиваю сниматься в 220-й роли в кино. Снял я 15 полнометражных фильмов, 1 сериал, который еще не показали, а он уже в 2008 году я снимал, 2008, в 2009 получил приз и лежит на полке Первого канала. Называется «Аннушка». Ну, я надеюсь, мы скоро увидим на экранах. А кто же его увидит? Я не могу гарантировать это. Знаете, там вы знаете, мое дело снимать, показывают в Москве. А репертуарная политика это совсем другое дело. Но самая главная награда же у вас уже есть. За сериал 1 награда, а я снял новую картину позапрошлом году. А в прошлом году я за этот фильм «Охота жить» по Шукшину, это 3-й фильм по Шукшину, я получил приз «Лучезарного ангела» на фестивале Патриарха Кирилла, православный фестиваль. Получил «Золотого сарматского льва» в Оренбурге, «Восток-Запад» фестиваль. Получил «Золотого феникса» в Смоленске. Получил малахитовую чашу, вот такую большую, замечательную, фестиваль Шукшина в Ялте. И еще у меня приз какой-то «Золотое перо» в Гатчине, фестиваль литературы и кино. Здесь остается только поаплодировать, но и в конце, я думаю, наши зрители вам вручат приз как лучший татарский кулинар. Ведь наш шедевр продолжается. Так, мы сейчас в начинку добавляем рис, который мы заранее отварили.
Так. Все, сейчас я это перемешаю. И потом посолим, поперчим, и начинка готова. Все очень просто. Это начинка? Это начинка. Ясно. Так, ну, потом мы будем раскатывать тесто. Ну, вот вы только что затронули такую известную фамилию, как Шукшин. Расскажите, да, Василий Макарович, расскажите, пожалуйста, вот про те фильмы, в которых вы работали вместе. Вместе мы работали на одной картине. В основном это был фильм «Странные люди», где я у него сыграл в картине Ваську Чудика. Но эта встреча уже, так сказать, на съемочной площадке была как-то предопределена. Мы с ним уже в ту пору, я не побоюсь этого слова сказать, дружили. И скажу, что у него было трудное время, ему негде было ночевать. Он иногда, так сказать, заработка тоже не пахло серьезным. Вот, и подкормить его нужно было, и ко мне он иногда захаживал, когда родителей не было, и ночевал. Вот. И когда вот он стал снимать «Странные люди», он говорит: Серег, приходи, сыграй Ваську Чудика. Ну и там, это долгая дальше история. Это первое знакомство на съемочной площадке. Второй раз еще при жизни он меня утвердил на главную роль в фильме «Земляки». Я очень сожалел, что не сам он снимал эту картину. Во многом она, так сказать, просела, мне так кажется. Потом, в тот год, когда я снимался в «Земляках», его уже и не стало. Это был 74-й, 2 октября он ушел из жизни. Я начал снимать сначала «Птицы над городом». Это было в 73-м году, Шукшин еще был жив, а в 75-м я понимал, что Лида Федосеева находится в очень тяжелом состоянии после потери такого мужа. И надо ее спасать. И у меня была для нее роль, я пришел, в общем, уговорил ее сниматься. Она говорит: я не могу. Это моя однокурсница, мы с ней довольно коротко поговорили. Вот, и я ее убедил, и ее начальство Мосфильмовское утвердило. И она снималась у меня в картине «Трен-трава». Играла жену. Но надо сказать, что на другой год она играла мою тещу. А потом, уже в 88-м году, я снял картину «Елки-палки». Я пытался собрать актеров, которые еще были живы. Там снимался и Иван Петрович Рыжов, и Евгений Александрович Евстигнеев, и Леня Куравлев, и Георгий Бурков. Вот. Я их привлек, шукшинская такая бригада. актеров. Вот. Хотя роль нашлась и для Ермольника, он в шукшинском материале никогда не играл. Вот. Ну и сам себе я эту роль нашел. Жена моя Екатерина Воронина сыграла. Это был 88-й год. В 2002 году я снял картину «А поутру они проснулись», где у меня снимались Александр Абдулов, Сергей Гармаш, Игорь Бочкин, Ася Лищенко, в этом порядке, Игорь Христенко. Но это самый востребованный актер на тот момент были. Ну, о чем вы говорите? Вот. Володя Большов сам играл, и Стычкин Евгений. Я когда пришел, говорю: ну ложитесь, ребята, это вытрезвитель, палата вытрезвитель. Я посмотрел на них, посмотрел и сказал им, говорю: ну, ребята, играйте вам роли эти все на сопротивлении. Что такое алкоголь, вы не знаете. Они все попадали с коек, хохотали очень долго. Но эта картина, она у меня тоже увешана многими призами, и присуждали. Ну и потом вот я снял картину «Охота жить». Это 3-й фильм, но я думаю, Бог даст, не последний. Дорогие друзья, самое интересное в нашей программе, конечно же, после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, мы продолжаем. Эту программу «Секреты татарской кухни». И, как вы уже видите, сегодня с нами готовит легенда отечественного кино. Ваши аплодисменты, Сергей Петрович Никоненко. Можно пожму еще раз вашу руку? Спасибо. Спасибо. А дальше-то, дальше Вот, что? вот, заметили, да, втягивает процесс. Готовим мы вак-балеш, здесь у нас готова начинка, ну а сейчас тесто, дрожжевое тесто, которое мы уже приготовили. Оно у нас отстоялось. И сейчас вот потихонечку. Сейчас пока мы его немножко сделаем такую небольшую колбаску, потом порежем на кусочки. И вот самое интересное начнется позже, когда мы будем уже собирать наши вак-балеш. А у меня вопрос. Какими судьбами вы в Казани? В Казань я приезжаю довольно часто, уже в этом году 3-й раз.
Это был 2 апреля спектакль «Западня», а 25-го я читал Есенина с оркестром народных инструментов под управлением Анатолия Шутика. Замечательного совершенно дирижера. И я благодарен, вы знаете, зрителям Казани, потому что так замечательно слушали, так замечательно, не знаю, говорю, как я читал, но зритель у вас талантливый, это уж совершенно точно. Вы читали Есенина. Вот хотелось бы немножко нашим зрителям рассказать, что в 1994 году по вашей личной инициативе появился на свет в Москве культурный центр имени Есенина. Вот буквально в нескольких словах расскажите, чья идея, кто помогал и как все это вот начиналось. Все дело в том, что я 45 лет тому назад сыграл Есенина в кино, в Да, фильме да. «Пой песню, поэт». И образ Есенина меня не отпускает по сей день, вот эти все 45 лет. Это продолжалось тем, что я заходил в букинистические магазины, покупал прижизненные издания поэта. Мне вот очень они как-то были нравились, эти книжечки. Покупал даже людей, которые близки были с Есениным, там Клычков, Орешин. Ну и недруги тоже, так сказать, меня тоже интересовали. Не только женщины, которые очень интересовали Есенина и интересовались Есениным многие. И когда уже в 90-х годах появились, начало 90-х, появились новые материалы в печати о жизни и творчестве Есенина, мы с поэтом Юшиным Евгением решили написать сценарий и впоследствии хотели снять картину. Сценарий у нас не получился. Это слава богу, что мы не снимали эту картину по не получившемуся сценарию. Но я там обнаружил адрес московский Есенин и адрес Анны Романовны Изрядновой. Больше того, я этот адрес обнаружил в своем собственном доме, что она проживала у меня просто этажом на первом этаже. И я нахожу, что в квартире 14 по переулку Сивцевражек в доме 44 жила Анна Романовна и сын Есенина Георгий. Но двор-то ведь непростой у меня, не потому что я там родился. И не меняю прописки со дня рождения уже 75 лет. Вот так вот. Я живу по одному адресу. Но в этом дворе проживали Александр Пушкин. Если с другой стороны, это Арбат 53. А внутри это мой двор. Андрей Белый, Арбат 55. Арбат 51, это все подряд 3 дома. Приезжая в Москву, останавливался блок. И во дворе еще Есенин. А еще я потом докопался, что там и Владимир Соловьев, философ такой, мистик, очень любопытный, очень интересный, с которым любил побеседовать Лев Толстой. Что в этом же городе проживали и брат Чайковского, а к нему приезжал и подолгу жил Петр Ильич Чайковский. Мастерская Мирхольда и Маяковского умещалась. Все в этом маленьком дворике. Есть волшебная уже аура достаточно 4 гигантов русской литературы. Ну, за 20 лет у меня экспозиция насчитывает около 2000 единиц хранения, где есть личные вещи поэта, при жизни издания, которые я вам говорил, покупал в букинистах, автографы есенинских, живописные полотна, скульптуры, такой во взрослую величину. Я это не принимаю за скульптуры маленькие. Мне это нужно все это в белом мраморе или в бронзе, серьезно, взрослого размера. Вот. И сейчас моя дальше и здоровья хватит. Я хочу, чтобы исторический облик этого двора сохранить. Вот, когда там, сказать, чтобы люди видели, какой это все-таки дворик был хотя бы при Есенине. Но если бы удалось еще, там же рядом музей Пушкина, музей Белого, я думаю, с ними сотрудничать. А это уже готово, да? Да, кстати. Нет, я на самом деле вас заслушался. Так, самый интересный момент. Вот что у нас получается. Лепешечка. Видите, все мы делаем руками в виде круга. Туда, в эту лепешку, в центр мы добавляем начинки. Так, и как закручивается? Так, ну вот мы просто присобираем, да, получается все. И такой, нет, не растягай, получается. Не растягай, нет, это да. чистый татарский такой, смотри. Вот как аккуратно. Ой, какой это. И Боже мой, небольшой да. секретик. Да. Да, мы обязательно оставляем отверстие для того, чтобы добавить бульон. Для этого нужна крышечка, соответственно, чтобы бульончик у нас никуда не ушел. Ой-ой-ой. И вот такая такие примерно. крышечка, Да, да? крышечка. Прелесть, Все, прелесть. закрываем Да. и
таким макаром получается у нас настоящий вкусный татарский вак-баляш, который может приготовить любой мужчина, как вы уже заметили. Я уже это все для себя зафиксировал. Так, сейчас я сделаю еще один. Расскажите, пожалуйста, цель вашего визита на сей раз, сказать. В 3-й раз этой весной. Ну вот это, сейчас я приехал по просьбе академии, которую возглавляет мой друг молодости Никита Михалков, вот, отобрать студентов, слушателей для совершенствования профессии в академии, которую возглавляет, как я уже сказал, Михалков. Ну как таланты есть у нас в Казани? Так, ну а сейчас мы, вернее, я, хотя нет, мы же вместе готовим, мы сейчас это все доделаем и отправим в духовку примерно на 30-40 минут. Дорогие зрители, вот что у нас получилось, Сергей Петрович, ну красота же. Но у вас это не первый блин. Не первый блин. Я думаю, все будет хорошо. Итак, при температуре 180-200 градусов, зависит это от вашей духовки, отправляем на 30-40 минут, и все это потом будем пробовать с вкусным татарским чаем. Рецепт. Вак-баляш. Мелко нарезали мясо, репчатый лук, добавили соль и перец. Все смешали с предварительно отваренным до полуготовности рисом. Дрожжевое тесто разделили на небольшие части. Раскатали их в лепешки величиной с чайное блюдце. На середину каждой лепешки выложили начинку, края защипали, оставив отверстие в середине, которое закрыли крышечкой из теста. Подготовленные вак-баляши выложили на смазанный растительным маслом противень и выпекали в духовке около 40 минут. За 20 минут до готовности в каждый вак-баляш налили бульон и снова поставили в печь. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Сергей Петрович, наконец-то у нас готов стол. Да, ну можно уже как-то попробовать. Да, я говорил про чай, чай у нас тоже есть, но вак-баляш в татарских семьях подается с бульоном. Очень вкусно, конечно же, я вот сам это очень люблю, запивать катыком, нашим национальным. Ну, если катык, наверное, туда тоже укропчик. Вот бульон я положил, так, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Вот так вот, сейчас. Итак, татарский вак-баляш. Друзья, внимание, сейчас будет оценивать наш уважаемый почетный гость наше национальное блюдо. Прошу. Ну, Какой вам больше нравится? вот этот на меня смотрит сверху. Забирайте. Вот это, он прям мне подмигнул. А я снизу Давай возьму. меня. Серьезная еда. Ура! Это серьезно. Ура, друзья, аплодируем! И напивать можно? Нет. А вот бульон это когда? И бульоном все вместе сразу. Сразу? Приятного аппетита. Будьте здоровы. Вот это да. Потрясающе. Я счастлив. Сергей Петрович, я рад, что вам понравилось наше угощение. А вы своим присутствием устроили настоящий праздник на нашей кухне. Еще раз вам большое спасибо. А завтра, кстати, дорогие друзья, вся Россия и весь мир отмечает 71-ю годовщину Великой Победы. С чем лично я поздравляю наших зрителей и, конечно же, наших уважаемых ветеранов. Можно я присоединюсь тоже Вот, к этому с удовольствием мы будем очень рады, если вы поздравите. Я в этот день, я помню День Победы 45-го года. Я помню это ликование. У нас, знаете, женщины в квартире жили, мужья все были на службе, на войне, на фронте. И соседка соседку спрашивает, это вот точное, вспоминаю, тетя Груша спрашивает тетя Настя: Настя, ты что, стирать собралась? Долго будешь стирать? Ты говоришь, а как война кончится, так я и закончу. И в 6 утра уже, по-моему, или в начале 7-го уже стук в дверь: победа, победа, победа. Это невероятное совершенно было ощущение, что мне 4 года было, но я это помню исключительно. Этот день я помню прекрасно. И парад Победы 24 июня в Москве мы с моей бабушкой, она у меня вообще-то прабабушка была, мы вышли к Смоленскому гастроному на угол Арбата и Садового кольца и видели эту победителей этой войны. Удивительные. А вообще-то я хочу приехать в город Казань и, может быть, с оркестром народных инструментов исполнить, я читаю еще Василий Теркин. Поздравляю вас, как Твардовский писал в главе «Переправа», он заканчивает эту главу стихами такими: «Переправа, переправа, пушки бьют в кромешной мгле,
Бой идет святой и правый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. Спасибо, спасибо. С победой! Еще раз всех с победой, дорогие друзья. А мы готовили для вас сегодня с душой и с хорошим настроением. Еще раз искренне благодарю. Сегодня с нами был народный артист России Сергей Юрьевич Никоненко. Большое спасибо. Ждем вас в Казани. Теркиным. Увидимся на следующей неделе, друзья. Пока-пока. Слава Богу.